Друзья, всем привет! Недавно я был в гостях у друзей и увидел такую картину, что они вот с помощью точно такого же аппарата делают сок из ягод, из красной, черной смородины. И просто я тоже загорелся, потому что ягоды мы обычно замораживаем в морозильной камере в пакетиках, потом варим компоты, морсы делаем и все такое. Ну, количество ягод большое, в морозильнике места мало. Они делают сок, собирают этот сок в бутылках и, чтобы не прокисал, замораживают уже готовый продукт, сок. Все компактно, все очень хорошо. В общем, загорелся я тоже с приобретением данного аппарата, и как мы видим, данный аппарат у нас на столе. И давайте же посмотрим, как он работает. Сезон ягод у нас уже позади, ягоды замороженные. Делать сок из ягод будем уже мы в следующем сезоне. А пока давайте испытаем этот аппарат и попробуем сделать сок из яблок. Сходил в магазин, закупил 5 килограмм яблок. И давайте же посмотрим, сколько же сока у нас получится с 5 килограмм яблок. Ну а для начала давайте же познакомимся с этим аппаратом. Домкратный пресс-сок. Из чего он состоит? А он у нас состоит из рамной конструкции с ручкой для переноса, основание, носик поддона, так, регулируемые ножки есть тут у нас, домкратное устройство с ручкой, пуансон прижимает, корзина для мезги и поддон. Все это изготовлено из медицинской нержавеющей стали, так что контакт пищевых продуктов, ягод, фруктов, овощей, никакого окисления, никаких привкуса железа, ничего этого не будет, потому что все изготовлено у нас из медицинской нержавеющей стали. Так, вот такая вот у нас комплектация. Я уже рассказал вам поддон. Поближе сейчас вот покажу. Вот такой шланг еще силиконовый идет в комплекте для слива сока. Вот такая вот корзина для мезги и поддон из нержавеющей стали. Но для начала, прежде чем приступить к выжиманию сока, вот даже здесь вот красным по белому написано: при эксплуатации пресса использовать только сочное мелко нашинкованное сырье. И мы эти яблоки не будем целиком кидать сюда, а для начала мы их помыли. Теперь мы их порежем на мелкие кусочки. И с помощью такого вот кухонного комбайна измельчим яблоки до мелкой стружки или пюре. Что у нас получится, сейчас мы это посмотрим. Вот. Ну что, приступаем. Итак, наши яблочки разрезаны, косточки убрали. Приступаем к размельчению продукта. Поехали. Специально выбирал сорт, который помягче, посочнее. Сок должен получиться очень-очень вкусный. Все готово для начала работы. Измельчили наши яблочки с помощью кухонного комбайна. Вот у нас получилось такое вот яблочное пюре.
Вот. И в поддон присоединили силиконовый шланг, баночку приготовили уже сразу, чтобы сейчас мешки будем ложить, возможно уже пойдет выделение сока, и чтобы все попадало у нас в баночку. Так, вот у нас идут в комплекте такие вот мешочки. Вот такие. Через них мы будем пропускать сок. Мешочек раз, мешочек два. И еще вот такое вот устройство, это называется Сок Плюс. Оно в базовой комплектации не идет. Это дополнительная комплектация. Вот состоит из трех таких вот дисков. Диск раз, диск 2, вот такой, и диск 3. Это для чего? Это для того, чтобы между мешками было вот такое вот расстояние для лучшего соковыжимания. Вот это у нас будет вот такая конструкция. Между мешками с яблоками будет вот такая конструкция. Это у нас дополнительная комплектация. Также в дополнительной комплектации можно заказать кожух. Он вот сюда вот в эту емкость вставляется, что предотвращает от разбрызгивания. Но я его заказывать не стал. Еще есть станина, вот такая устройство, тоже это дополнительная комплектация. Вот я сейчас скажу вам правильно, как она называется. Подставка под пресс. Складное устройство, предназначенное для удобной установки домкратного пресса, особенно в случаях, когда отжим сока производится прямо на даче или в саду. Я тоже посчитал это лишним и не стал заказывать. Для удобства можно, кому это надо, заказать. Вот, Сок Плюс, кожух, и это дополнительная опция, скажем так. Ну все, пресс у нас готов к работе. Приступаем. Так, у нас еще к инструкции забыл вам сказать, что есть гарантийный талон, купон подарочный на 1000 рублей. В том случае, если при покупке на сумме от 5000 рублей при заказе, еще скидка 1000 рублей. И целый вот такой вот журнал о домашнем самогоноварении тоже в подарок отправили, что очень приятно. Самогон мы варить умеем, лучшие рецепты мира, но, как говорится, век живи, век учись, мы обязательно это все прочитаем. Так, ну что, поехали. Поехали, поехали. Вот это сейчас вот так вот поддон аккуратно. Аккуратненько вот так вот поддон. Шланги уберем. Так, пока вот. И сюда мы будем складывать вот это, делать все в мешочки. Аккуратненько. Аккуратненько все. Раз. Мешочек раз. Так. Затягиваем. Завязали, все, упаковали, убрали. Между мешками устанавливаем систему Сок Плюс для лучшего отжатия сока. Вот так вот. Как мы видим, сок у нас уже пошел. И второй мешочек сверху.
Завязываем. Ну, в принципе, все готово. Устанавливаем, распределяем ровненько. Вот у нас получилась вот такая вот конструкция. Как мы видим, сок уже пошел. Уже пошло выделение сока. Это под своей массой еще. Вот такая вот у нас получилась конструкция. Можешь показать сверху. Мешочек, система сок плюс и сверху еще один мешок. Все завязали, все приготовили. И теперь мы вот все это устанавливаем под пресс. Все ровненько установили. Теперь главное, чтобы корзина стояла ровно под крышкой этой, чтобы вот так вот прицеливаемся. Ага, вот немножко еще сюда. Вот, все. И плавненько, без лишних усилий, начинаем опускать домкрат. Как мы видим, вот у нас уже стаканчик сока вышел уже без всякого домкрата. Все. Ручку крутим спокойно, не прикладывая лишних усилий. Как мы видим, все ровненько, все отпускается, все пошло. И плавненько, плавненько. Можно заметить даже, что со всех щелей просто потек сок. Сбоку, сверху вот так же вот все вот видим, да? Это все у нас стекает через отверстие корзины. Все стекает через трубку прямо в банку у нас, через силиконовый шланг. Все, пошло соковыделение. Я так думаю, с таких ягод, как красная смородина, черная смородина, сок пойдет не хуже, это 100%. И обязательно мы будем его делать. Так, ну вот, потихонечку. Сколько у нас там? Литр сока уже есть по-любому. Не прикладывая лишних усилий, не надо никаких рычагов. Просто плавненько крутим ручку домкрата до упора. Ну как до упора? До того, как вот уже как бы тяжело, ну не то что тяжело, а тяжелее начало. Все. Немножко дадим, чтобы сок весь стекал сюда. Давайте еще попробуем немножко. Все. И, наверное, достаточно. Два мешка у нас, ну, сжалось примерно наполовину точно. Давайте еще немножко попробуем. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Раз. Все. Ну, полторашечка у нас уже есть. Я так думаю, литра 2 сока мы по-любому возьмем. Еще немножко крутанем. Домкрат 2 тонны. 2 литра уже есть, больше 2 литров даже сока. Еще немножко. Главное, без фанатизма. Не прикладывая лишних усилий. Все. Я так думаю, пора уже, наверное, остановиться. Давайте еще немножечко. Раз. И хватит, наверное. Все. Сейчас дадим немножко времени, чтобы
полностью весь сок стек у нас по трубочке в банку. Все. Можно даже вот так вот немножко наклонить, потому что у нас в поддоне, вижу, собралось много сока. Вот так вот еще. О. Продолжает потихонечку вот выходить сок в поддон. Я так думаю, постоит еще, наверное, немножко должно выйти. Вот у нас получилась почти полная 3-литровая банка яблочного свежевыжатого сока. Вот. И давайте же сейчас попробуем снять пробу. Вот так вот немножко трубку приподнимем. Вот так вот. Вот еще немножко. О, пошло опять вот немножко. Немножко постояло. И еще немножко. Вон, дальше пошло. Так что мы баночку 3-литровую по-любому, наверное, еще наберем. Оно потихонечку сжимается, продолжается сжатие. Я вот приготовил стопочку. И сейчас мы снимем пробу. Вот так вот. Снимем пробу. Так. Ну, за ваше здоровье и за наше здоровье тоже. Пейте чистый яблочный сок и будете всегда здоровы. Вкусно, полезно. Ну что, в принципе, закончили мы процесс, скажем так, не закончили, еще продолжаем. Продолжает выделяться сок. Вот немножко постоит и дальше опять можно уже крутить, продолжать сжиматься. Ну, принцип действия понятен. В принципе, можно посмотреть яблоки в каком состоянии. Ну, немножко еще дам постоять, потому что остатки сока стекут. И у меня, наверное, скорее всего, 3-литровая баночка будет все-таки, наверное, полная. 2,5 литра уже есть. Это 50% сока. Если в килограммах отчислять, у нас вышло из 5 килограммов сока почти больше, чем 2,5. Это точно. 3-литровая банка, 2,7, наверное. Все у нас получилось. Все у нас хорошо. Так что будем выжимать соки из яблок. Попробуем сделать томатный сок. Ну, конечно же, основное назначение, для чего приобреталась эта соковыжималка пресс-сок, это для джема сока с ягод. Это уже будет на следующий ягодный сезон. Как-то вот так. Всем спасибо за внимание. Всем пока. И до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.